Салам алейкум, хурматле милләттәштәр, хаума достар. Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Комитета Башкирского национального движения за рубежом. Меня зовут Руслан Габбасов, я являюсь руководителем Комитета Башкирского национального движения за рубежом. Данный комитет был создан в 2023 году, и он прошел в онлайн формате, где собралось что-то около 50 башкир с разных стран мира. Был образован этот комитет, меня выбрали председателем, были образованы определенные отделы. И там же был утвержден проект будущего независимого Башкортостана, который я предложил. Сразу скажу, что это не только мой проект, это проект, скажем так, труда нескольких людей. Также, конечно же, там вообще сразу сказать надо, что изначальный проект 4-й Башкирской республики презентовал Айрат Дильмухаметов. Но надо здесь сразу оговориться, чем наш проект отличается от проекта Айрата Дильмухаметова. Дело в том, что Айрат Дильмухаметов видел Республику Башкортостан в составе Российской Федерации. Пусть обновленный, пусть там равноправный, где все субъекты будут равны, где не будет какого-то давления Москвы, главенства Москвы. Но в любом случае это федерация. Мы же считаем, что время федерации прошло для нас, для башкир. Мы уже 2 раза были в федерации. Первый это Советский Союз. Мы входили в состав РСФСР. Это была федерация российская, Советская Федеративная Социалистическая Республика. В состав федерации входили. Ничего хорошего там не было у нас. После развала СССР мы вошли в состав Российской Федерации. И тоже ничего хорошего мы сейчас не видим. Все полномочия, которые у нас были при вхождении, где был заключен договор, у нас были определенные полномочия, у нас был суверенитет, у нас был свой президент, Конституция. Всего этого практически не осталось. Конституцию там полностью искромсали, президента убрали, язык практически уничтожили, все полномочия наши забрали, министров нам назначают практически, можно сказать. Политические партии республиканские убрали и так далее, и так далее. То есть природу нашу разворовывают, наши доходы у нас забирают. Ничего хорошего в этой федерации нет. И плюс того идет большая война, куда втянули нас, башкир, не спрашивая, втянули Башкортостан, не спрашивая. В настоящей федерации, субъект федерации, республика, входящая в эту федерацию, должна была сама принимать решение, сама принимать решение, будет она отправлять своих людей на эту войну, поддерживает она ее или нет. Ни у кого ничего не спрашивали, просто башкиры сейчас идут воевать за непонятные идеи Путина, за бредовые идеи Путина, о величии, который, скажем так, бредит величием русского мира, русской весны. И Башкортостан в этой войне сегодня несет самые большие потери. Он занимает уже 2-й год подряд 1-е место по количеству погибших на этой войне. Поэтому мы считаем, что федерация себя изжила, и мы пошли дальше. Мы считаем, что нам нужна независимость. И здесь я еще хочу рассказать о том проекте будущего независимого Башкортостана, который мы разработали. Многие, наверное, с ним знакомы, но я все равно повторю его, чтобы, возможно, обновить, возможно, появятся какие-то дискуссии, которые мы в последующем обсудим. А также, наверное, есть те, которые не знакомы с этим проектом, потому что, как я сказал, мы его 2 года назад презентовали. И есть люди, которые тогда интересовались этим проектом, вообще этой темой независимости. Потом, возможно, они остыли к этой теме. Есть люди, которые сейчас только что загорелись, допустим, этой темой и не знают, не знакомы с этим проектом. Поэтому, еще раз, как говорится, проговорим. Итак, проект будущего независимого Башкортостана. Башкортостан будет независимым международно признанным государством, территориальной основой которого станут нынешние республиканские границы. Сразу здесь оговоримся, мы не претендуем на какие-то. Но с возможным уточнением, о котором будет сказано ниже. Что за уточнение? Сразу хочу здесь сказать, что мы претендуем на Кувандыкский коридор Оренбургской области. Так называемый Кувандыкский коридор — это Гайский Кувандыкский район Оренбургской области.
Ни для кого, наверное, не секрет, что территория Оренбургской области это частично раньше были башкирские земли, частично казахские земли. Волюнтаристским решением советских вождей, а именно Сталина, эти земли были отобраны у башкир, отрезаны от Оренбургской губернии, тогда еще существовавшей, отрезаны от Казахстана, Казахская ССР, да, и была создана вот такая так называемая Оренбургская область. Кто знает на карте, кто не знает, можете посмотреть, это вот такая изогнутая, можно сказать, дугой область, тонкая абсолютно, специально была сделана для того, чтобы отделить башкир, татар, марийцев, чувашей, другие народы Поволжья от казахов, чтобы мы не имели внешних границ, чтобы у нас не было статуса союзных республик по закону, по законодательству СССР, по Конституции, там, да, мы знаем, что статус союзной республики могли иметь только те республики, которые имеют внешние границы, да, то есть которые имеют какую-то связь, границы с независимыми государствами. Вот. И нас специально отрезали, еще раз говорю, нас специально отрезали, чтобы, во-первых, пресечь связи с казахами, во-вторых, чтобы у нас не было статуса союзных республик. Поэтому мы претендуем на территории, именно конкретно не на всю Оренбургскую область, нам вся Оренбургская область, ну, наверное, и не нужна сейчас. И нам нужны вот этот вот коридор, нам нужен вот этот Гайский Кувандыкский район, который заселен в большей степени башкирами. Это наши земли, никто, наверное, не будет спорить, что они всегда были башкирскими землями. И как мы будем возвращать эти земли, пока неизвестно. Но мы за то, чтобы все это произошло мирно, через какие-либо там договоренности, через какие-то там заключения каких-то там договоров, союзов и так далее. Но мы хотим, конечно же, чтобы эта земля к нам вернулась. Мы хотим, чтобы у нас снова была граница с Казахстаном. Итак, это вот как раз о том, что какие уточнения будут по границам. Дальше. Башкортостан является государством, на территории которого исторически сформировался и реализовал свое право на самоопределение башкирский народ. Республика Башкортостан является парламентской республикой. То есть в нашем проекте мы видим нашу республику Башкортостан парламентской республикой. Не президентской, а именно парламентской. Почему парламентской? Ну, потому что мы считаем, что, во-первых, башкиры вообще сами по своей исторической сути, это народ, который всегда принимал решения на Курултаях совместно, сообща, с помощью голосования. Приезжали представители разных родов башкирских и принимали на Курултаях решения, самые важные, касающиеся жизнедеятельности башкирского народа. Вопросы мира, вопросы войны, территории, как делить и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что парламентская здесь республика, это наиболее точно отразит характер башкирского народа. Ну вообще, вот как я лично вижу, я, наверное, вижу ее как Турцию до Эрдогана. Это была парламентская республика, где как любые там оппозиционные партии, даже мы знаем, что курдская партия, да, то есть была там и есть до сих пор у них в парламенте. Вот. Итак, дальше. Религия отделена от государства. Являясь многонациональным и многоконфессиональным государством, Башкортостан гарантирует всем гражданам право исповедовать любую религию или не исповедовать никакую. Запрещается лишь религиозная или светская активность, направленная против независимости, основ и целостности государства. Да, никто не спорит, что религия ислам – это наша религия башкирская, татарская, и что мусульман здесь 2/3. Но все же мы видим нашу республику светским государством. И считаем, что он должен светским и быть. Конечно же, никто не будет запрещать, никто не будет ущемлять никакие религии, в том числе, конечно же, и христианство. Так, я извиняюсь. Никто не будет никакие религии ущемлять. Поэтому, еще раз повторюсь, что Республика Башкортостан будет светским государством.
После провозглашения независимости Республики Башкортостан будет сформировано Временное правительство из представителей гражданского общества. Будет объявлен переходный период, на время которого сохранятся отдельные нормы законодательства Российской Федерации. Будет проведена люстрация всех пропутинских сил, все федеральные партии будут ликвидированы, Коммунистическая партия и партия «Единая Россия» будут осуждены и запрещены. Но здесь, наверное, с этим все, наверное, согласны. Для того, почему будут некоторые нормы законодательства Российской Федерации сохранены? Ну, для того, чтобы в республике не наступил коллапс, не наступил хаос. Поэтому, прежде чем мы сформируем свое законодательство, свои нормативные акты, свои республиканские законы, думаю, что пока будут работать некоторые законы Российской Федерации. Почему мы запрещаем в будущем партии? Ну, всем тоже понятно, что сегодняшние партии это, в принципе, одна большая партия, партия «Единая Россия», которая все подчинены Путину, и они не отражают интересов народов Российской Федерации. Поэтому у нас будут только республиканские партии, никаких федеральных, никаких там российских партий. Еще раз говорю, мы независимое государство, у нас будут только свои республиканские партии. Это могут быть разные партии. Это могут быть, русские могут создать свою партию, там, национальную партию, там, христианскую партию. Татары могут создать свою партию. Башкиры могут свою создать национальную партию. Это может быть партия зеленых. Это может быть партия там, демократов, либералов, консерваторов и так далее, и так далее. То есть социалистов, но не коммунистов, еще раз говорю. Вот. Может быть создана любая партия, и если она пройдет 5% барьер, если за нее проголосуют люди, она пройдет в наш башкирский парламент и будет принимать участие в жизнедеятельности, в законодательстве, законотворчестве Республики Башкортостан. Дальше. Будет оглашена дата парламентских выборов с возможностью создания республиканских партий. Будет обеспечена свобода слова, собраний и предоставлена возможность для ведения политической агитации. Первоочередными задачами Временного правительства станут обеспечение законности, защита независимости, борьба с коррупцией и построение государственных институтов. После проведения парламентских выборов и формирования законного правительства будет взят курс на построение демократического правового государства, которое обеспечит равные права всем гражданам Республики Башкортостан. Ну, здесь, наверное, тоже все понятно. То есть, как только Башкортостан будет отделяться от России, будет сформировано Временное правительство, которое назначит дату выборов. После того, как пройдут выборы, партии, набравшие, там, еще раз говорю, 5% барьер, пройдут в парламент, будет избран руководитель парламента, да, и президент будет. Ну, дальше об этом я сейчас расскажу. Какая будет вообще политическая форма у нас. Сперва поговорим об административном делении. Башкортостан возвращается к административному делению на кантоны по 1917 году. Имеется в виду название кантонов и территория. Да? Почему мы так считаем, что нам нужно сократить сегодняшние районы? Потому что их слишком много, это первое. И они очень маленькие. Мы считаем, что необходимо укрупнять. Это, во-первых, сэкономит бюджет. Во-вторых, не нужно столько районов. Ни для чего это. Слишком много, 54 района. Плюс еще там, да, у нас есть города республиканского значения. Мы считаем, что нужно укрупнение районов. И вот мы предлагаем такой вариант. Еще раз говорю, это наш проект. Все может быть по-другому. Вы можете предложить свои варианты. На территории Республики Башкортостан предлагается образовать 22 кантона. Первый – Нефтекамский кантон со столицей в Нефтекамске. Мишкинский кантон со столицей Мишкина. Бирский кантон со столицей в городе Бирск. Караидельский кантон со столицей в городе Караяр. Кудейский кантон, столица Новокулево. Дуванский кантон, столица Большеустикинская. Айлинский кантон, столица Малояс. Чекмагушевский кантон, столица Чекмагуш.
Уфимский кантон, столица Уфа, Туймазинский кантон, столица Туймазы, Бишбулякский кантон, столица Бишбуляк, Минский кантон, столица Раевка, Стерлитамакский кантон, столица Стерлитамак, Табынский кантон, столица Саид-Баба, Катайский кантон, столица Серменева, Каратабынский кантон, столица Учалы, Юрматинский кантон, столица Ишимбай, Бурзян-Тамьянский кантон, столица Аскарова, Кипчакский кантон, столица Мракова, Бурзян-Тангаурский кантон, столица Баймак, Усерганский кантон, столица Больше-Абишева. Еще раз сразу хочу сказать здесь, чтобы не было потом недопонимания, что кантоны это не форма территориального устройства, как, ну, допустим, в Швейцарии, вы думаете, да, вот кантоны это какое-то федеративное мы, там, или федеративное, или конфедеративное государство, которое мы там собираемся строить. Нет, у нас будет не федерация, у нас будет национальная республика, единая, с единой формой правления. И кантоны это просто название. В 1917 году у нас у Первой Башкирской республики тоже были названия кантонов. Вот те территориальные образования, которые входили в состав Первой Башкирской республики, это были кантоны. И мы тоже взяли оттуда название. Никакой к Швейцарии это не имеет отношения, еще раз говорю. Дальше. Отношения республики и ее кантонов будут построены следующим образом. Кантональные органы власти, глава кантона и кантональное собрание избираются гражданами республики из числа местных жителей и входят в единую систему органов государственной власти Башкортостана. Возглавляет кантон, избранный жителями глава кантона. То есть у каждого кантона будет свой глава, который будет избираться на выборах этого кантона, и кантональное собрание, куда будут входить депутаты этого кантона. Кантональное собрание формируется из глав сельских советов или их представителей. То есть в каждое муниципальное образование будет выбирать себе главу. Этот глава будет представлен в кантональном собрании, в собрании этого кантона. Правоохранительные органы на всей территории Башкортостана подчиняются республиканским властям. В кантонах с компактным проживанием того или иного народа возможно устанавливать официальный язык данного народа. Допускается образование, начиная от младшего, дошкольного и заканчивая высшим образованием на официальном языке данного кантона. Здесь сразу тоже разъяснить хочу. То есть официальный язык данного кантона, он действует на территории этого кантона. Что значит официальный язык? То есть государственный язык в Республике Башкортостан один будет, это башкирский язык. Допустим, кантон, взять там Нефтекамский, там, допустим, или Туймазинский, где проживает очень много татар. Там будет официальный язык татарский. Все дело производства можно будет вести на татарском языке, внутреннее дело производства имеется в виду. Если все, что связано с республиканским документооборотом, конечно же, будет на башкирском языке. Образование можно получать от, как написано здесь, младшего дошкольного, то есть от детского сада и заканчивая институтов. Но институты тоже, то есть школа полностью может быть на татарском языке, все школы. Но по поводу институтов тоже надо здесь объяснить. Институты государственные будут все на башкирском государственном языке. То есть тот или иной народ, который компактно проживает на территории Башкортостана, будь то марийцы, чуваши, татары, удмурты, эрзи, мокша, они могут создать свои институты, вузы частные, которые будут на этом языке этого народа. Пожалуйста, в этом никто не будет против. Дальше. Но я думаю, что вполне справедливо. Республика Башкортостан – это республика, где реализовал свое право на самоопределение башкирский народ. У татар есть Татарстан, у чуваши есть чуваши. Но так как у нас проживает очень много разных других народов, мы им всем даем возможность также защищать свой язык, развиваться, сохранять свои традиции. И это в любом случае намного лучше того, что сейчас происходит, или то, что было в СССР. Мы предлагаем, еще раз говорю, полное образование, начиная с детского сада, заканчивая 11 классов, плюс институты, вузы, частные вузы на своем родном языке.
Так, внутреннее делопроизводство может вестись на официальном языке данного кантона. В кантонах, где проживает несколько народов и в каждом населенном пункте проживания того или иного народа допускается делопроизводство на языке данного кантона. Ну, то есть в каком-то, допустим, кантоне проживают и татары, и марийцы, в каком-то там и башкиры, и чуваши. То есть вот в каком-то муниципалитете, где чуваши живут, там будет делопроизводство на чувашском языке, внутреннее делопроизводство, еще раз говорю, там какие-то нормативные акты, которые выпускаются именно для этого муниципалитета, для ее жителей. Они могут вестись, еще раз говорю, на своем родном языке. Государственным языком Республики Башкортостан является башкирский язык. Языком межнационального общения на период в 30 лет является русский язык. Тоже надо здесь подробно объяснить. Почему мы говорим о том, что русский язык будет языком межнационального общения на 30 лет? Как я и сказал ранее, башкирский язык будет единственным государственным языком Республики Башкортостан. Почему мы оставляем русский язык на 30 лет? Потому что на данный момент башкирский язык низведен до такого уровня, что он практически не влияет никак на жизнь. Вся жизнь в Республике Башкортостан, хоть мы являемся государством в составе на сегодняшний момент Российской Федерации, и государственный язык у нас башкирский, но, к сожалению, башкирский язык вообще никак не присутствует в жизни Республики Башкортостан. Все делопроизводство, там, юридические, медицина, все обучение, вся политика, вся экономика ведется на русском языке. И, соответственно, у нас практически сейчас, можно сказать, нету специалистов, которые бы на чистом башкирском языке, уверенно, хорошем башкирском языке, могли бы там вести политику, вести экономику, говорить о там, медицинских какие-то там термины, да, о медицине говорить. Этого нету. Для этого нам нужно подготовить специалистов. Мы начнем усиленно этим заниматься. В течение 30 лет мы, ну то есть так как все школы будут на башкирском языке, и соответственно, мы будем, и вузы будут на башкирском языке, мы будем готовить специалистов, медицинский там, институт, там, да, нефтяной институт, юридический институт, экономический институт и так далее, инженерные какие-то там, да, все будет на башкирском языке. Соответственно, выйдут специалисты, которые начнут внедряться во все сферы жизни, в сферы деятельности Республики Башкортостан. И постепенно, в течение 30 лет мы заменим всех или переучим всех специалистов, и башкирский язык сместит русский язык. И все будет на башкирском языке. Но в течение 30 лет мы вынуждены будем оставить русский язык, чтобы у нас просто не образовался, у нас не образовался коллапс, да, то есть у нас ничего просто не будет работать, потому что сегодня все на русском языке, и все специалисты разговаривают на русском языке. А мы хотим, чтобы у нас человек пришел в полицию и обратился за помощью, ему все там объяснили на башкирском языке. Пришел в больницу, получил обслуживание на башкирском языке. И пришел там МФЦ, тоже на башкирском языке. И так далее, и так далее. То есть, да, включил телевизор, там, послушать политиков башкирских, все на башкирском языке. Экономический какой-то там, да, программу включил, тоже на башкирском языке. Все вот это мы хотим осуществить. В течение 30 лет будет переходной период. Мы будем готовить специалистов. Татарам, я считаю, что у татар не будет никаких проблем, потому что татарский и башкирский язык, он на 95% схожий. И татары и башкиры могут общаться между собой без переводчика. Поэтому у татар не будет никаких проблем интегрироваться в Республику Башкортостан, где будет все на башкирском языке. Все, я думаю, что на сегодняшний выпуск пока достаточно. Политическое устройство Республики Башкортостан и политическое устройство кантонов мы обсудим в следующем выпуске. На этом все. Хаубалова. До свидания.